Мы приехали из Сибири, из Иркутска. М, Поселились в Бишкеке, уже почти полгода живем здесь. Я позвал своего друга. Ну, мы любители больших гор. У нас там тоже горы, мы всегда ходили в походы. Я позвал его сюда, он загорелся этой идеей. Он купил билеты еще в начале лета. Ну, мы ждали, когда он приедет. Он приехал, прилетел в четверг. Получается, в пятницу мы собрались, в субботу пошли в поход на хижину Рацика. Переночевали там. На следующий день мы решили забраться на пик. Пик Учителя, один из самых высоких здесь, да. Подъем у нас занял где-то 5 часов. Мы начали спуск с вершины пика Учителя. Примерно минут через 30-40 на пути попался ледник такой. Ну, его можно было обойти, немножко подняться и обойти его. Но Саша, он немного поторопился. Ну, как бы он набрал скорость, быстро спускался, набрал скорость и наступил на этот ледник. Он поскользнулся на нем и начал скользить вниз. Он не смог остановиться уже на каменистом участке, а после каменистого участка был еще один ледник, который был гораздо длиннее предыдущего и больше. Получается, он начал скользить по нему и уже не смог остановиться и набрал такую скорость, что потом, когда ледник кончился, он еще пролетел, наверное, метров 50. Пролетел по камням и получил серьезные травмы. Я видел это все сверху. Да, какое там снаряжение? Особо мы не заморачивались со снаряжением. Мы взяли только так вот первой необходимости. Никогда не рассчитываешь на такие ситуации. Тем более опыт большой, мы всегда ходили и никогда ничего такого не требовалось, никакие кошки, ничего. Ну и тропа, она относительно несложная была, несмотря на то, что подъем. Когда я побежал к нему, получается, я видел, в какую сторону он летел. Также видели ребята, которые спускались с пика. Они тоже видели, что он падает. И когда я дошел до него, получается, я обнаружил, что он там, серьезно пострадал, так что он не может двигаться, что он весь в крови. Я оставил его и помог оттащить его от ручья, оставил его и побежал к той группе, которая тоже видела его падение. До них я дошел, они сказали, что вызвали спасателей, что сообщили. То есть они отправили человека вниз, он вперед, и они смогли дозвониться прямо оттуда, со склона. Вот. У него было сломано плечо, пальцы, у него была серьезно пробита голова. Я как мог помогал ему, там, поил водичкой, закутывал одеждой. И так вот мы просидели с ним до самого заката, пока не начало холодать. Вот, потом прибыли ребята, я уже не знаю, не помню их имен, не помню, как они выглядят, потому что уже было темно, и состояние было уже, у меня психологически такое. А Саша все это время, он нормально в сознании был, несмотря на то, что, он сильно разбился, он находился в сознании и поддерживал диалог со мной, он шутил даже что-то по этому поводу. Он не думал, что что-то с ним плохое будет, я тоже не думал. Он ни слова вообще про смерть не сказал. Когда они пришли, они дали ему обезболивающее, они перевязали раны открытые. И начали пытаться спускать его, там сделали страховку. Это все там очень труднодоступное место, там невозможно. Там сложно даже просто стоять, будучи здоровым. И там сложно стоять, потому что уходит эта земля из-под ног, сыпятся камни, там нет тропы. Вот, то есть это было очень сложно сделать, там, поставить носилки, положить его на эти носилки. Сделали в итоге, но через буквально минут 10 после спуска он перестал дышать. После того, как он умер уже, мы ушли оттуда все. Потому что, там такое место, что очень сложно было бы там находиться. Туда подъем только 5 часов, его в этот день невозможно было спустить. Никак вообще. На следующий день его спустили. Я бы им вообще награду дал. На самом деле такой труд я не представляю. Не представляю, как это вообще возможно было.
подняться туда одним днем. И, ну, как бы Саня, он такой не мелкий человек, он такой достаточно здоровый. И я видел просто, какие там условия, ну, вот как там идти вообще. Там, ну, невозможно просто, я не знаю, там какой-то титанический труд нужно было, чтобы спустить его. Но при этом, как бы, ребята справились. И, ну, как-то, как могли, еще поддерживали меня, потому что я никакой там был просто. И я думаю, что сделали все хорошо.